Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 16 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Это у нас для отношений карта, это для работы, это для финансов и карта неожиданностей. Итак, король кубков. Карта говорит о том, что будет очень много каких-то сложностей, связанных с нашим настроением, связанных с какими-то внутренними перестройками, может быть. Это и гормональный фон, это может быть психосоматические какие-то болезни, это может быть просто чувство страха какое-то, да, или чувство неуверенности. Это могут какие-то быть обстоятельства, которые мешают нам продвигаться вперед в важных для нас делах. И, в общем, такое настроение у нас как будто бы зависимое от всего, но независимое от нас. То есть вот карта говорит о том, что все сегодня нас будет толкать на то, чтобы мы не себя считали ответственным за происходящее, а все вокруг других людей, обстоятельства, жизни, правительства и так далее, и так далее. То есть карта говорит о том, что если мы это допустим, такое состояние настроения, то у нас здесь много проблем может быть. Вот по королю кубков может действительно быть, ну, как бы вмешиваться в нашу жизнь сегодняшнюю какой-то человек, это может быть мужчина, это может быть женщина, очень эмоциональный человек, который любит поговорить, человек, который может быть творческий какой-то, да, но вот смотрите, если вы слишком много тут будете внимания ему уделять, то он вас просто, ну, как бы заберет ваше внимание, ваше время, да, и вы не сможете осуществить какие-то ваши важные дела. То есть нужно... Если даже вот как бы люди такие появляются, которые очень любят порассуждать, хотят, чтобы вы их выслушали, или говорят, что давай со мной посидим, выпьем, поговорим, да, и вот мне очень нужна твоя поддержка, помощь, то лучше таких людей все-таки как-то останавливать, находить какие-то отговорки, да, и иначе вы потеряете целый день. Просто зря. И тем более вот по мечам, которые у нас тут рядом, вы можете действительно... даже энергии много своей потерять, вот если будете выслушивать разного рода такие негативные разговоры, да, слушать, участвовать в них. Также король кубков — это может быть и ваше состояние, да, когда хочется все бросить, хочется как-то расстроиться, расслабиться, поддаться настроению какому-то негативному. Тоже может быть там выпить лишнего или съесть лишнего, посидеть в одиночестве. В общем, карта, которая говорит о том, что вы как-то можете поддаться настроению, да. Вот, но самое лучшее лекарство, вот когда такая карта выпадает, это действие. Хоть что-то делать, да, не поддаваться. То есть как только вы войдете в состояние, вот, ну, если поддадитесь эмоциям, войдете в это состояние, вы уже потом с большим трудом сможете что-то изменить. Поэтому лучше даже не допускать это состояние, только замечаете в себе, что вы начинаете жаловаться на жизнь или жалеть себя или еще что-то в этом роде, да, нужно сразу же браться за дела, за любые. Не умственные, да, а вот именно физические нужно, потому что иначе вы не переключите здесь на другую энергию. Особенно если вы начинаете о прошлом тут вспоминать, горевать, если начинаете с кем-то говорить о своих прошлых каких-то удачах или неудачах, вот здесь вот можно залипнуть надолго и потеряете очень много энергии. Также карта еще говорит о том, что может какой-то человек издалека приехать, может быть, события какие-то приходят издалека, либо вы собираетесь куда-то вот далеко уезжать. Ну вот все равно что-то вот с большими расстояниями здесь связано. Ну, либо работа, допустим, через интернет, но это какой-то творческий труд, либо работа в изоляции, либо у вас столько работы, что даже ночь вы прихватываете здесь. Вот что еще карта это рекомендует? Быть внимательными с людьми, которые слишком уж к вам лезут в душу. Это 100%, что подстава, да, то есть потом это может обернуться для вас очень даже грустно. То есть не рассказывайте о себе тем людям, которые вот прям очень сильно хотят вот вас вызвать на эмоции, да, вот на разговоры.
потому что это не просто так. Для чего-то это возможно. Человек пытается выведать ваши какие-то там тайны, секреты и так далее. Может потом воспользоваться этим себе на благо, а вам во вред. Что еще важно? Что-то скрытое может открыться, да, то есть тайное какое-то может открыться сегодня. А теперь что будет мешать? Рыцарь мечей. Будет мешать излишняя прямолинейность и залипание в рассуждениях, в обдумывании, да, то есть нужно действовать, то есть подумали, вот смотрите, здесь вы чувствуете, здесь вы думаете, а действовать когда, да, то есть вот будет мешать вот излишнее обдумывание. То есть, в принципе, что вы чувствуете, что вы думаете, это все равно не решает ваши проблемы, да. И вот по тройке мечей нужно принять решение, построить план какой-то. Если вы не в состоянии сегодня действовать или просто по каким-то обстоятельствам не можете действовать, нужно прям составить план. Вот как вам нужно действовать так, чтобы решить все ваши вопросы. Потому что вот тройка мечей – это карта противоречивая. Она говорит о том, что у вас разум и чувства, они совершенно не совпадают, да, и вот вам нужна прям такая четкая инструкция, по которой бы вы могли действовать, жить, общаться и так далее, да, то есть вам нужно обязательно разделить эмоции и чувства, вернее, разум и чувства, иначе вы так и не сможете выбраться. То есть, допустим, у вас какие-то сложности сейчас, и вы переживаете из-за этого, да, то есть энергия уходит на переживание, а на то, чтобы продвигаться вперед, нет энергии. То есть вам нужно сделать так: никаких эмоций, никаких переживаний о прошлом, о будущем и обо всем, чем угодно, да, о каких-то об отношениях. Нужно просто понять, чего вы хотите, да, и двигаться к этому, то есть составить план четкий, и тогда вам будет понятно, что делать. А еще лучше всего продумать 3 плана. То есть, допустим, что я буду делать, если у меня получится, что я буду делать, если у меня не получится, да, и что я буду делать, может быть, в следующем другом варианте. То есть, как будто бы у меня тут 2 цели, и я могу к ним идти либо к одной, либо к другой, да, то есть вот такие планы вот нужно составить для того, чтобы вам успокоиться, для того, чтобы не было лишних эмоций, для того, чтобы вы продвигались все-таки к своим целям, к своим делам. Четверка мечей выпадает и на отношения, да, то есть в отношениях лучше пока что не, как сказать, ну, скажем так, не ссориться, да, то есть нужно как-то сначала с собой разобраться, со своим эмоциональным состоянием, а потом уже только делить его с близким человеком. Иначе вы можете поделиться там своей депрессией, своим негативом и так далее. То есть четверка мечей все-таки она говорит о том, что вам бы лучше побыть в одиночестве и пересмотреть свою жизнь, свои планы на жизнь. Вот это тоже карта об этом же говорит. Для тех, кто в поиске партнера, дама пиковая выпадает. Для вас как раз заканчивается период ожидания, период, когда вы в одиночестве были, да, заканчивается это время, и у вас действительно прям такой период начинается, когда вы можете встретить человека, который вот, ну, с которым вы будете просто счастливы. Для тех, кто в паре, шестерка пиковая. Карта говорит о том, что вы, возможно, должны решать какие-то важные вопросы, связанные с документами, с судами или еще с чем-то с таким, да. Но вот опять же, смотрите, слишком уж залипаете на эмоции или бездействуете. То есть вам нужно прямо сегодня решить какие-то важные вопросы, связанные там с паспортами, бумагами, государством, с судами. В общем, все, что касается каких-то вот таких государственных инстанций или бумаг, которые вам нужно сделать, нужно прямо сейчас, прямо сегодня этим заняться. Не нужно это откладывать, потому что с каждым днем это будет все сложнее и труднее. Так, еще что по шестерке пиковой хочу сказать. Может быть, придется с налоговой какие-то вопросы решать. Может быть, у вас какие-то сложности в этом вопросе. Может быть, нужно будет посещать какие-то здания, вот, которые с государственные, ну, государственные учреждения, да. Также эта карта еще может говорить о том, что вы вдруг
как-то посчитаете себя лучше своего партнера, да, и, знаете, в таком гордом одиночестве захотите побыть, да, ну вот лучше так не делать, лучше объяснить своему близкому человеку, что вы там просто устали, вам нужно побыть в одиночестве, набраться энергии, но не говорить, допустим, что вот я устала от тебя, и, ну, как бы, чтобы без грубости, скажем так, да, чтобы просто объяснить, что вам нужно восстановить силы, и вас человек поймет. Не нужно как-то возвышаться, не нужно обижать, чтобы не было потом сложностей, проблем. Для тех, кто в ссоре, король червовый, карта говорит о том, что вас может помирить кто-то из ваших близких, родители, может быть, могут вмешаться, друзья, или, может быть, даже сам ваш партнер к вам придет домой, либо вы к нему придете, да, ну, у вас в любом случае тут дружба и тепло, вы сможете помириться легко. Так, теперь для работы. Тройка жезлов выпадает. Это, конечно же, результаты наших действий, когда мы очень довольны. Тройка жезлов – это у нас Солнце в Овне. То есть то, что мы начали недавно, мы, наконец, вот можем завершить и порадоваться результатом. Да? Может быть, у нас какие-то важные поездки будут сегодня, которые увенчаются успехом. Может быть, вы будете показывать кому-то, как нужно что-то делать, да, и вот от этого будете очень собой довольны. Может быть, знаете, как-то ваша репутация сегодня улучшится. Вот какое-то событие произойдет, и о вас будут думать как о хорошем профессионале, да, или о том, кто достоин продвижения, или увеличения зарплаты. В общем, как-то на вас тут обращают внимание. Но что еще здесь важно? Важно творчество как-то проявлять в работе или просто подходить ко всем делам с душой для того, чтобы у вас тут все хорошо получалось. Кстати, если у вас какие-то новые планы, новые цели, вот сегодня хорошо советоваться с руководителями, да, потому что они вас могут поддержать. У них настроение тут такое подходящее. Для тех, кто в поиске работы, у вас, возможно, тут большое количество энергии уходит на то, чтобы найти работу. Но может быть, кстати, и результат неплохой, да, тем более у нас же тройка жезлов, да, вот побегали и нашли. Но здесь также, смотрите, обращайте внимание, чтобы эта работа вам тоже подходила, потому что вы, допустим, сейчас согласитесь на первую попавшуюся, да, а вас потом там загоняют просто, вы без сил будете просто домой возвращаться. Для тех, у кого есть работа, туз пиковый, карта говорит о том, что у вас может быть очень много поводов для эмоций, для радости и для огорчений, кстати, тоже. Может быть, у вас здесь, кстати, вот это как раз и есть карта, которая говорит о вашей репутации, да, вот как раз день очень важный для вашей репутации, делайте все для того, чтобы вот она у вас осталась хорошая, потому что это как бы ваше будущее сейчас закладывается в этой сфере. И старайтесь не поддаваться эмоциям. Все эмоции сразу в работу, в действие, тогда будет в порядке. Все. Для тех, у кого свое дело, король пиковый, карта говорит о том, что может быть завершен какой-то важный проект или сделка, которую долго готовили, либо какой-то важный клиент, либо вы найдете пути, возможности решить что-то, что долгое время тормозилось, вот с помощью людей, у которых есть власть это решить. Кроме того, вы можете сегодня очень как-то мудро действовать, профессионально действовать, и вас вот видят как хорошего профессионала. Но очень хорошая карта, вы будете довольны днем. Для денежек императрица выпадает. Карта, которая обещает нам денежки, которая обещает, что все нужды наши будут удовлетворены. Если к нам к самим не приходят деньги, значит, деньги дает нам кто-то из нашего окружения, из нашей семьи. Для тех, у кого работа, семерка, бубновая,
Карта говорит о том, что могут приходить деньги, может быть, не в таком количестве, как вы ожидали, да, но какие-то тут доходы могут быть. Кстати, здесь могут быть доходы и от ваших каких-то побочных дел, да, то есть не от вашей деятельности, не от вашей работы, да, а что-то еще вы дополнительно чем-то занимаетесь, отсюда тоже могут быть доходы. Может быть, как сетевой маркетинг или еще что-то такое. Так, теперь для тех, у кого свое дело, дама червовая. Карта говорит о том, что у вас расходов будет очень много на дом, на семью, на детей, но и в вашем деле, да, вот может быть какой-то новый поворот вот к улучшению ваших финансов. То есть вроде бы ваши возрастают потребности, но и возможности тоже возрастают. Что-то новенькое такое может сегодня открыться. Какие неожиданности? Колесо фортуны. Вроде бы вы тут переживаете, вроде бы вы тут не знаете, как поступить, и тут приходит какая-то ситуация, нужный человек, и все у вас, ну, как бы раскручивается, да. А также хорошая карта для путешествий. Допустим, думали, что не поедете уже никуда, и вдруг получается, там отпуск дают, или, допустим, не было возможности уехать, допустим, там карантин, а тут разрешение появилось, да, или билеты можете купить. В общем, какие-то тут приятные для вас неожиданности происходят. По итогу дня вы будете очень довольны и счастливы в кругу своих близких, друзей, все о вас заботятся, все вас любят, и у вас такое настроение очень гармоничная, да, располагающая к отдыху, вы очень счастливы. В принципе, день очень хорошо для вас пройдет, несмотря на то, что начинался он сложно, да, эмоционально сложно. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.